Прошлый год в сфере здравоохранения ознаменовался открытием новых объектов. Это перинатальный центр, республиканская детская больница и онкологический диспансер. Один из главных итогов 2017 года, по данным Ингушского Минздрава, является демографический прирост, который составил 15,1 на 1 тысячу населения, что в абсолютном выражении составляет плюс 7569 человек. Кроме того, снизилась младенческая смертность на 33%. Министр в своем выступлении также озвучила проблемные вопросы в сфере здравоохранения. Несмотря на то, что последние годы построено огромное количество лечебных учреждений, более 25 учреждений, довольно-таки крупных, которые явились, скажем так, основополагающими для того, чтобы улучшить показатели, результаты деятельности здравоохранения. Несмотря на это, есть еще ряд проблем по строительству объектов. Это отсутствие психоневрологического, наркологического диспансеров, необходимость обеспечения оборудованием детской больницы и дополнительного финансирования по обеспечению лекарственными препаратами. Это является одним из основных проблемных вопросов, которые нам предстоит решить в предстоящем году. Глава республики призвал врачей ставить перед собой задачу в достижении плановых показателей, производить аналитику количества пациентов, выезжающих за пределы республики, и выяснить причины, послужившие этому. Если мы видели до того, как у нас был онкодиспансер, выезжало лечиться по новообразованиям на сторону 100 человек, и при появлении онкодиспансера те же 100 человек выезжают, такое же количество выезжает, тогда у нас должен вопрос возникнуть у всех. А зачем мы его строили? Для чего мы его строили? Какая эффективность используем бюджетных средств? Это очень серьезно. Прошу обратить внимание и министра, и помощников, и всех, кто над этим наблюдает. Не только онкодиспансер, вообще, я говорю, по всем проектам. Юнусбеком Ювкуровым также была озвучена проблема отказов от вакцинации детей и отсутствия консультативных кружков для женщин, направленных на их здоровье. Был затронут и вопрос этики поведения врачей. Человек, который приходит к вам, вы ему не создаете комфорта. А мне все-таки хочется при таком колоссальном вливании в здравоохранение, это, поверьте, огромные средства на инфраструктуру, хочется, чтобы люди все-таки почувствовали комфорт, почувствовали внимание, теплоту, и так далее, и так далее. Понятно? Я на это тоже обращаю очень серьезное внимание. Территориальным органам Росздравнадзора по Ингушетии за 2017 год было проведено 158 проверок. В докладе были обозначены те нарушения, которые имеют системный характер, в том числе неправильное ведение медицинской документации, нарушение внутреннего контроля качества и правил хранения лекарственных препаратов. По данным проверкам, исполнение плана территориальным органам составило 100%. И по проведенным проверкам было выдано 83 предписания и составлено 31 протокол об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов 560 тысяч. И здесь хотел бы отметить, что основная часть наложенных штрафов это были штрафы на должностных лиц. 510 тысяч, то есть фактически 90%. То есть поэтому вы должны понимать, что за выявленные нарушения наказывать будут должностных лиц, то есть главные врачи, заместители главных врачей, заведующие отделением. Поэтому относитесь к своим должностным обязанностям более строго, более серьезно. Завершилась итоговая коллегия Ингушского Минздрава награждением врачей, показавших высокие результаты. Им от имени главы республики и министра были вручены почетные грамоты. Залина Магушкова, Рамзан Зурабов, Новости 24.